Три девки, 25 девочек. Это будет. А что вот 25 нормально. Все. Вот будешь нарезать как раз, Миша, вот так углом, да? Да, углом. Значит, угол верхний будет 25 сантиметров. Под углом. 23, а там как раз 25 будет. С двух сторон, чтобы было У меня есть под свои уголком. принесла. Ну-ка, попробуйте. И на один узел. И расправить потом бантик. Каждый, говорите, да? Каждую ячейку. Затянуть? Каждую ячейку? Да. И все, вот, нормальный бантик. Надо ли надо? Проходите дальше туда, проходите дальше. Вот сейчас. Дальше туда проходите. Сейчас они быстро покажут. Вот. Дальше проходите туда. Мы два привязали, может, неправильно. Сейчас. Здравствуйте. Портфели оставьте где-нибудь там. Ну, 20-23 сантиметра. И края, конечно же, должны быть под откос. А это самое скос должен быть в разные вот, девочки, да? Вот, Не обязательно, с какой стороны здесь сделаете. Я покажу один раз, а вы потом будете всем показывать. Эти ленты мы берем, продеваем между двумя ячейками, их завязываем не на стороны, а между ячейками связанными углами. На узелке. На узелок, да? Продеваем между двумя, чтобы у нас вот этот узелочек был в серединке. Ага, все понятно. И завязываем, вот примерно, чтобы одинаково у нас было. Связываем. Правильно левую получается. Или разницы нет. Да? Главное, чтобы они были одинаковой длины. Завязываем и крепко на один узел затягиваем. Крепко, прям крепко. Крепко, да? Чтобы не развязалось. Чтобы не развязывалось ни в коем случае, конечно. Все. Ну и расправляем наши хвостики. И вот так вот у нас получается. Маскировочная сеть для чего нужна? Для того, чтобы скрываться, да, маскироваться, технику, самим маскироваться от нападения, да, врага. Соответственно, мы же должны, наши бойцы, видеть противника, как говорится, издалека, поэтому сеть должна быть все равно немножко просвечивающей. Через ячейку нормально будет. Через ячейку, через две будет достаточно. Продеваем. Это у нас 6-й Б кадетский класс. Маша у нас знает, как резать. А вот я тут замерила 23. А как тут нам, чтобы ни одной ячейки как-то по порядку, наверное, надо? Побольше давай. И вот таким образом у нас нет расходного материала. Чтобы все входу кусочки эти не оставались. Да. А у меня вопрос как непрофессионала, можно? Пожалуйста. Как легкого охотника с детства. Гуси, когда слабенькая маскалатная сеть, видят охотника, только шевельнись сразу, среагируют, улетят. А почему, например, дрона не увидеть силуэт, если редко будет? Ну, не сильно редко же. У вас какое-то конкретное было распоряжение, Нет, предложение? распоряжения никакого не было. Сами так решили? Это для того, чтобы помочь нашим бойцам. Это ясно. А степень вот этих ленточек, как часто делать-то? Вот у них хорошо, Но видишь? это для маскировки бойцов. Я понимаю. Так я говорю, если редко будет, сильной маскировки не будет. Если резкая сеть... сетью меньше вероятности, что враг тебя заметит. Не, он в том случае... Где? Вы не понимаете, на охоту не... На охоту я не езжу. Леонидовна, кто вам объяснял, как это делать? Как часто это самое... Как часто? Сколько сантиметров ленточки? Как вязать? Нет, сантиметры-то У нас ладно. дети участвовали в школе актива. И с ним выезжала педагог-библиотекарь Забелинская Светлана Егоровна, которая принимала непосредственно участие в плетении маскировочных сетей на базе уже районного уровня, Да. где принимали участие все педагоги, дети, которые были на школе актива, которые присутствовали там. И там им подробно рассказывали, обучали о том, сколько сантиметров резать ленту, Как резать. как завязывать. Уже на глаз режете там. Да, да. Это же не обязательно. Это не обязательно. Прямо. Поняла, да.
Строгого такого нет. Короче, они прошли курсы. Ну и им А у меня объясняли. сразу вопрос, а обучал кто? Обучали, но... Сам на фронте побывал тот, кто обучал? Нет, там никто не побывал. Там бабушки вяжут. Там дети. Я и понял, вот, с потолка взяли, а охотников там не было. Нет, охотников там не было. Не охотничные на сети. Нет. Маскировка. Охотника маскировка тоже нужна, кстати. Ну а детям мы, конечно, их объясняем ниша о немножко том, что другая, чем каждая чаще, чем нарезанная ленточка и сеть могут спасти жизни каждого бойца, поэтому... Я понимаю, так по гусе, если вязать, так и больше Да, жизни потом- спасется. Это пока так, а потом еще довязывается Потом побольше. видно, побольше, Там уже побольше. будете смотреть от того, насколько она плотная. Насколько прозрачно. Насколько прозрачная, насколько плотная. Поэтому редко не надо, надо погуще чуть-чуть. Ну, там, смотрите, там ленточки на определенную большую длину разрезаются, потом их патроны скручивают, чтобы легче было, и Мы когда эту ферму пригласим вас, как эту покажете нам. Именно, да, есть, бывают лентами завязывают, плетут сеть, а бывают, ну, вот, отрезают ленты, а бывают вот прям плетут ее. А, заплетают. Да, между. плетут, но мы не плели. Плести не надо, потому что я это советовала, уже которые отправляли, плести не надо, только завязывать. Михаил Васильевич, надо поставить это самое большое помещение взять. Пускай делятся. У меня теперь предложение. Раз мы начали сейчас вязать, чтобы каждый день совет ветеранов был открыт. Надо определить время, в какое время люди могут прийти сюда. Вот каждый день. Потому что есть у нас сейчас возможность вязать каждый день. Посмотрим. Ребята, вы уже умеете, вы уже знаете, как это делать. Покажите остальным присутствующим. А потом это дело будем поднимать, что ли, или как вот будет она? Вот это Да, закручивать, потом накручивать надо будет. накручивать надо будет. Надежда Прокопьевна, профессионально подходите к работе. Ну, слава богу, Опыт, будь здоров, у вас слава видно. богу, возраст. Считаю опыт. Опыт, да. Отличнейший. Жизненный опыт большой. Чем по одному резать, раз и целая куча сразу. Молодец. Так, начало есть. Начало есть, да, конец будет. Главное начать. Сам добежишь? Валентина Александровна, она работает. песню запевай. А мы подтянем. Веселый ветер. Мальчики тоже, девочки. Веселый ветер. Так, итог работы. Вот как видите, красиво. Уже похоже стало. А вы не пробовали в натуре попробовать там машину накрыть? Видна машина или не видна? Нет, не пробовали. Попробуем. Ну, как сплетем, обязательно попробуем. Телефон мой дать? До свидания. Свадьбе Маша первая помощница тоже. Да, она и в школе первая помощница. Это не трудоемкое, а очень сильно трудоемкое и достаточно нудное. Тихий ужас. Что это каждую ленточку привяжи, это ж, конечно. Ученики, которые с этим справились, надо пятерки ставить. По крайней мере, по физкультуре. Ну, я вам скажу, не остался ни один равнодушный ученик, чтобы он не заплел хотя бы одну ленточку. Молодцы. Вот оно все равно просвечивает густо лучше. Вот здесь пропущено. Мне кажется, очень редко. Тут надо знать, для чего это. БТРки укрывать, блиндажи укрывать. Я говорю, надо вон, машина вон стоит. Спорим, что вся эта машина будет проглядывать. Отлично. Редковато. Если у нациков есть охотники, они разглядят. Мне кажется, если плотнее, то не хуже будет. Отлично будет. Да, Я так, тоже что, думаю, что надо так что плотнее. не будем бояться. Масхалат так масхалат. Ну, наконец-то мы поняли, как это делается, представление имеем, да? Вот видите, как сейчас, как грязный снег смотрится, да? Это цвет самый, то, что надо.
В принципе, и для осени, и для всего. Там война, там вся земля, это перемешанный снег, это не... Да вон показали, там грязь. Сегодня по погоде плюс 15 даже показали. О, там, значит, и снега уже нету. Это разговор о каких одеялах? Противодронные одеяла. Это нас попросили с передовой, с Донецкой Народной Республики. Ребята. И мы купили 6 одеял, получается, сейчас. И отправим, я думаю, что сегодня. Завтра они уйдут. Противодронные, чтобы ночью ни человека, ни солдата не видел. Но они говорят, что они Накрывают блиндажи накрывают, технику накрывают. Что очень нужны им эти сейчас одеяла, так как очень большое скопление сейчас вот на нашу дронов. Нет, он сказал, что вход в блиндажи. Вход в блиндажи. Да, там тоже тепло идет. Вы что? Вход в блиндажи мы накрываем. По тепловому следу дроны сейчас направляют. Михаил Васильевич, а эти ленты откуда? С Озона выписывали, покупали. За чей счет? А сбрасывались вот Сбрасывали? пенсионеры. Пенсионеры деньги принесли Деньги все принесли. с поселка. Если будут ходить... Хорошо поработали, хорошо чапем. Девушки, спасибо за компанию. Приходите еще, Вам будем рады. спасибо. Заходи. Да. Что тут в заключение сказать? Своих мы не бросаем. Работайте, братья. Родина за вас.